Они защищают страну от оккупантов, поэтому выделение земельных участков бойцам АТО гарантировано украинским законом. 300 участников боевых действий на Житомирщине уже 1,5 года не могут добиться получения хотя бы клочка земли. С ними общалась Эльвина Сидбулаева. 5 дней в Иловайском котле, затем 3 в плену. Александр с начала российской агрессии в Украине воюет на Востоке. Рассказывает, для защиты страны им выдали только автоматы, когда против них работали артиллерия и град. За его спиной Иловайск, Славянск, Попасный и Дзержинск. Завтра выезжает Северодонецк. Однако, говорит, сложные бои не там с врагом, а тут, на мирной земле, с украинскими чиновниками. Каждый участник боевых действий, ему положено маленький кусочек земли. Атошников, как всегда, хотят в сторону отодвинуть. Мы воюем для того, чтобы здесь был порядок, чтобы здесь люди жили. Вот. Мы только за то, чтобы было все по справедливости. То есть, чтобы рейдеры не захватывали земли, потому что скупают богачи. 1,5 года Александр и еще 270 бойцов АТО не могут получить землю в Житомирской области. Говорят, в 2015-м фирма АТК должна была покинуть участок, который ранее арендовала. Именно эти гектары земли были распределены между украинскими бойцами. Когда подготовили все документы, узнали, что эта фирма незаконно продлила договор аренды, говорят военные. Вот ці земельні ділянки, які вже порізані, розбиті хлопцям по ділянках по 2 гектари. Фірма АТК незаконно зареєструвала 5 свої договори, які були в їх вже 10 років. Мін'юст 12.12.2016 року своїм наказом касує ці договори. Коли ми подаємо знову в Держкомкадастр на другі накази, фірма АТК знову реєструє незаконним путем другого регистратора. Участники АТО пришли в Министерство юстиции. Сначала стоят на улице, потом в коридоре, после их приглашают в кабинет. На встречу к военным вышел Павел Мороз. Заместитель министра юстиции говорит, что сегодня их дела не рассматриваются. І було прийнято рішення перенести засідання комісії. До рішення комісії немає сьогодні. Є рішення перенести засідання через те, що були подані додаткові документи, які потребують вивчення. Когда входит фирма и, допустим, нам 3-4 предлагает деньги, а потом еще, когда мы отказываемся, они говорят, что мы угрожаем их семье, ни один атошник боевой не пойдет на такое. Военные уверены, это затягивание времени. Що для того, щоб прийняти рішення по цьому клаптику 2 гектари, потрібно місяці чи роки. От ви представте ситуацію. Значить, ворог наступає, блокпост. І якби ми створили комісії, приймали рішення захищати державу і вас місяцями, значить, ми вже були десь під Львовом. Були. Ми рішення мгновенно приймаємо. За всю державу. Один командир-сержант приймає рішення, захищає всю державу. За секунду, за декілька хвилин. И мы с этим справляемся. Выделение земли для участников АТО и семьям погибших воинов гарантировано законом Украины. В частности, государство обязывается обеспечить их землей для строительства жилья, садоводства и огородничества. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР.